Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня мы говорим с вами об очень важной теме, от которой, в общем-то, зависит будущее как нас с вами, так и всей страны, о выборах. И наши собеседники Аида Суиндуева, председатель правления общественного фонда «Общее дело», и Бакытбек Самаков, эксперт по выборам общественного фонда «Общее дело». Здравствуйте, спасибо, что пришли. У вас этот год и предыдущий очень напряженные, вы осуществляете наблюдение за несколькими выборами, выборы у нас идут за выборами, и тем не менее эти выборы, которые нам предстоят 28 ноября, отличаются, они пройдут уже по-новому в рамках нового законодательства. Вот как вы их оцениваете? Что принципиально нового нам ждет? Давайте вот коротко расскажем нашим подписчикам. Если коротко сказать о нововведениях законодательства, первое, как всем уже известно, диалог, конечно, будет состоять не из 120 депутатов, а из 90. Порядок избрания будет по смешанной системе. Это у нас будут одномандатные округа и по мажоритарной системе, и по пропорциональной, по партийным спискам. Еще одно, здесь необходимо отметить, что одномандатных округов будет 36 по одномандатным округам депутатов, а по партийным спискам будет избрание 54 депутатов. И в общей сумме это будет 90 депутатов. Что еще необходимо отметить? Необходимо отметить, что в систему избирательных комиссий вводится новый вид избирательной комиссии, это окружная избирательная комиссия. Это в каждом округе будет, в общем их будет 36 окружных комиссий. В части голосования это будет у нас два списка избирателей, один список избирателей по одномандатному округу и один список избирателей по единому округу, это вот по партийным спискам. Да. Еще одно отличие, что в отличие от прошлых выборов по партийным спискам, сейчас эти партийные списки, если можно сказать, будут открыты. То есть у избирателя будет право проголосовать, выбрать не только политическую партию, представителя которого он хочет видеть в парламенте, но и одного из кандидатов в списке этой политической партии. Это которые вызовы до этих выборов, которые вызовы общества были, когда избиратели говорили, почему у нас нет возможности избрать из списка кандидатов, да? Кто указан в списке кандидатов, и по итогам мы, получается, в парламенте видим совсем другие кандидатуры. Это необходимо сделать? То есть вот я выбираю партию, и я должна выбрать, или я могу выбрать только партию? Вот смотрите, по порядку голосования, если остановиться, избирательный бюллетень по одномандатному округу, он будет, как и раньше, в принципе, там никаких затруднений не будет. Фамилии кандидатов по одномандатному округу. Только по моему округу, да? Да, то есть только по вашему. Никаких чужих фамилий. Если по одномандатному округу, там будут фамилии кандидатов по одномандатному округу, только по вашему округу. То есть в данном случае, если вот по вашему округу там по Свердловскому 4 кандидата, то будут фамилии только 4 кандидатов. И кандидат против всех. И позиция против всех, да. Они располагаются в порядке жеребьевки. Жеребьевка уже Центральной избирательной комиссии проведена, да, кто под каким номером будет идти. И если вы кого-то избрали, рядом ставите галочку, если против всех, ставите против всех. Что касается по партийным спискам. По партийным спискам бюллетень будет состоять из двух частей. В первой части будут также списки политических партий, которые участвуют в выборах. Там вы выбираете политическую партию. И позиция против всех тоже. И позиция против всех. А что касательно кандидата уже внутри списка, он будет располагаться во второй части избирательного бюллетеня, там будет 54 квадратика. То есть фамилии кандидатов не будет, 54 квадратика. Я должна сама понимать. Вы должны сами понимать, ваш кандидат, которого вы хотите видеть из списка политической партии, под каким номером. И в квадратике под этим номером вы ставите галочку. В случае, если вы отмечаете только политическую партию, но кандидатов не отмечаете, этот бюллетень будет тоже считаться действительным. Он будет считаться действительным. Этот голос идет в копилку политической партии. Вот. Если вы не отмечаете политическую партию, но при этом отмечаете квадрат среди кандидатов, этот бюллетень уже будет считаться недействительным, потому что вы не выбрали политическую партию из списка которого вы выбрали кандидата. Да? Вот. Если более двух, это уже, как и раньше нормы были, более двух отметок
или среди кандидатов, или среди политических партий. То есть у избирательной комиссии уже нет возможности точно определить вашу волю. Понятно. То есть у меня будет 2 бюллетеня, будет 2 урны. Да, у вас и даже 2 списка. Вот, я попытаюсь очень простым языком объяснить, что вот избиратель, зайдя на участок, он должен найти себя в 2 разных списках избирателей. Один список по одномандатному округу и один список по единому. Да? Он должен получить на руки 2 бюллетеня. И он должен в каждом из этих 2 бюллетеней отметить то, что он хочет отметить. То есть удваивается работа, да? То есть для всех, как для избирателя, так и для участковых избирательных комиссий. Удваивается время, которое избиратель будет тратить на участке по заполнению бюллетеня. И это довольно сложная процедура, и, наверное, самое большое количество информации сейчас должно идти вот последние несколько дней именно по тому, как правильно заполнять бюллетень на избирательном участке в день выборов, чтобы не было большого числа недействительных бюллетеней. Но я хотела бы немножко вернуться назад и сделать какие-то общие замечания о предстоящих выборах, потому что эти выборы, они завершают процесс легитимации новой власти, которая пришла на волне тех протестов, которые произошли в ходе нечестных выборов депутатов Джугурку Кенеша в октябре 2020 года. И в течение этого срока произошли очень серьезные изменения, то есть произошло изменение Конституции, да, и согласно этой Конституции было тоже в довольно быстрые сроки принято новое законодательство. Я хотела бы немножко отступить назад и сказать, что вот за 30 лет нашей независимости это уже третья по счету избирательная система. Да? То есть сначала у нас была мажоритарная система, полностью депутаты избирались по одномандатным округам. У нас была на разных этапах тоже смешанная, да, система, потом у нас была полностью пропорциональная, в 2010 году введена, где депутаты, все 100% депутатов избирались по партийным спискам, и сейчас мы обратно возвращаемся к смешанной системе, или ее иногда называют параллельная система. О чем это говорит? Это говорит о том, что пока у нас избирательная система не очень устойчивая. Когда она устойчивая, это более хороший вариант, когда государство может на каждых выборах вносить изменения, да, в существующую систему и отлаживать эту систему, изучать недостатки ее и попытаться найти решения, которые могут ее улучшить. Нас немножко беспокоит, что у нас, когда возникают проблемы, мы сразу же, такая тенденция у нашего государства, что мы начинаем полностью вводить новую модель. И для того, чтобы, когда вводится новая избирательная система, тоже важно учитывать социально-экономическую и политическую ситуацию в стране. Да? То есть вот сейчас та модель, которая вводится, она довольно сложная. И вот мы недавно выпускали анализ рисков, которые могут возникнуть на различных этапах избирательного процесса. И мы пришли к такому выводу, что, хотя наш анализ он не был политологическим, мы только смотрели с точки зрения практики, мы мониторим выборы, мы смотрели именно на выборный процесс. И мы пришли к такому выводу, что практически на каждом этапе избирательного процесса могут быть недовольства, могут быть несогласные, потому что эта система новая, она принималась очень довольно быстрые сроки. Она сопряжена с огромным количеством сложностей для избирательных комиссий, для государственных органов, для политических партий, кандидатов, потому что правила нужно изучать, и все это нужно изучить в быстрые сроки, а уже, в принципе, мы находимся на середине агитационного периода. Поэтому здесь очень важно будет, очень много будет зависеть от того, как, в принципе, от действий всех участников избирательного процесса. Да? То есть мы на этих выборах должны все стремиться к полному соблюдению закона, для того, чтобы мы не получили какие-то неблагоприятные результаты, и чтобы исход выборов был такой, что все или большинство избирателей довольны результатами. Да? То есть нам нужно к этому стремиться очень сильно.
А вот у меня есть теоретическая возможность проголосовать только по одному бюллетеню, например, по партийным спискам, да, или только по одномандатным. Да, насколько я понимаю, у вас есть возможность отказаться, например, от второго бюллетеня, и тогда участковая избирательная комиссия, вот пока это мне не даст соврать, она должна заактировать, да, ваш отказ. Да, сейчас этот механизм прорабатывается тоже. Скорее всего, участковая избирательная комиссия, в случае, если вы как избиратель отказались от одного из бюллетеней, то есть голосования, то этот бюллетень, они тоже будут вести учет таких бюллетеней, должны, чтобы по итогам голосования при установлении результатов в цифрах не было каких-то неясностей или не вызывали недоверия, да, у избирателей. Поэтому у вас есть это право. Вы можете проголосовать только по одномандатному, но не голосовать по партийному списку, либо проголосовать по партийному списку, но не голосовать по одномандатному округу. Еще вот у меня есть такое опасение, очень большая часть активного электората, у нас люди старшего возраста, которые могут не понять, честно сказать, как им это нетрадиционное голосование с точки зрения механического. Если понадобится консультация, это не будет ли расценено как давление на избирателя? То есть он подойдет просто так и скажет, дочка, скажи мне, куда галочку поставить, не ко мне, не к другому избирателю, а к членам участковых комиссий. Вот как им себя вести и как вести себя наблюдателям, которые будут видеть такие... Да. Как вести себя нам, журналистам, которые, когда нам будут говорить, что вот они фиксировали такие моменты. Как это нам лучше вы ответите, как... Здесь, смотрите, если тоже в законодательстве это предусмотрена норма, если избиратель затрудняется или по каким-то... Не понимает, да, он не... Да. Если он не понимает, он может обратиться по процедуре, как и где. То есть это он может продумано. Отметить, да. Он может обратиться, естественно, он должен обратиться к участковой избирательной комиссии. Но при этом те лица, которые здесь два момента, да, то есть либо избиратель по своему физическому состоянию затрудняется, допустим, произвести отметку или что-то, или момент, когда он не понимает, как это сделать. Если этот момент, как он не понимает, как заполнить бюллетень, он может обратиться к члену избирательной комиссии. Естественно, там наблюдатели все будут видеть, что член избирательной комиссии, она должна объяснить просто процедуру, но никоим образом не влиять на выбор, на волю самого избирателя, да? Не говорить, что вы хотите, вы должны здесь галочку поставить, вот здесь галочку поставить, да? То есть она просто должна, или член избирательной комиссии просто должен проинструктировать, как заполнять этот бюллетень. Либо предоставить образец, да, образец можете по образцу посмотреть. И второй случай, когда человек по своему физиологическому состоянию, либо слабое зрение, да, по разному состоянию не может произвести отметку, он может или прочитать, допустим, да, или у него там. Он может обратиться к постороннему лицу, но за помощью. Но этот человек не должен быть членом избирательной комиссии, не должен быть наблюдателем, не должен быть представителем какой-либо политической партии, да. И этот человек, который оказывает содействие, он должен исполнить волю, да. То есть избиратель, который обращается за помощью кому-либо, он должен огласить свою волю. Я хочу проголосовать за вот эту политическую партию. Он оглашает свою волю. И за кандидата под номером таким-то этой политической партии. Если по одномандатному, он должен тоже огласить свою волю, чтобы ни у кого, ни у наблюдателей не возникало сомнения, что на его волю кто-то пытался воздействовать уже в период заполнения избирательного бюллетеня. Да? Это основной такой принцип должен. Понятно. Вот смотрите, нам, рядовым избирателям, чаще всего кажется, что избирательный процесс состоит из 3 основных этапов. Это кампания, предвыборная агитация и пропаганда, собственно, выборы, день голосования. Еще некоторые догадываются, что подсчет голосов и все это тоже очень длительный и очень ответственный процесс. Но на самом деле выборы начинаются гораздо раньше. Гораздо раньше, и этапы, которые вы перечислили, это всего лишь составная часть всех этапов. Да, из чего состоит выборный процесс? Точка отчета выборного процесса будет начинаться с момента опубликования указа, да? Объявления о дате выборов, о назначении выборов и о их дате. Второе, дальше уже поэтапно все действия, это составление списков избирателей
Это тоже там несколько этапов, потому что составление списков избирателей у нас предварительный, контрольный список и окончательный список. Он тоже, то есть составление списков избирателей у нас идет из тоже 3 этапов. Да, там. Плюс параллельно идет формирование, сейчас вот по новому законодательству у нас вот окружные избирательные комиссии включены, да, как в систему избирательной комиссии, формирование окружных избирательных комиссий. И вот еще нововведение, окружные избирательные комиссии, они будут формироваться из состава членов территориальной избирательной комиссии. То есть в период выборов депутатов Джоугар Кенеша территориальная избирательная комиссия не осуществляет свою деятельность. Осуществляет свою деятельность окружная избирательная комиссия, которая избирается из составов территориальных избирательных комиссий. То есть если объяснить систему, то это получится иерархию, да? Центральная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. То есть территориальные избирательные комиссии здесь уже не участвуют. Вот. Ну, дальше, можно сказать, выдвижение кандидатов по одномандатным округам, выдвижение кандидатов, списка кандидатов политическими партиями, далее регистрация кандидатами в депутаты Джоугар Кенеша, потом уже после регистрации следующий этап, как вы уже сказали, этап агитации, вот. Потом следующий этап это у нас обеспечение также вот, прав лиц, которые по своему физическому состоянию не могут прибыть в помещение для голосования, да, то есть выездное голосование, да, ну это голосование вне помещения, как мы все говорим, это выездное голосование, это за один день до самого дня голосования. Подать заявку нужно за 3 дня, да? Подать заявку, да, не позднее 3 дней, и участковая избирательная комиссия обязательно ведет реестр, то есть регистрирует все поступившие заявления, ведет реестр, и за 2 дня до дня голосования, то есть за 2 дня, это 26 получается, ноября, она должна вывесить этот список избирателей, которые изъявили желание, то есть которые обратились с заявлением для голосования на выездном голосовании, так скажем. Ну и самый финальный, это, естественно, сам день голосования на этапах, предфинальный, так скажем. Ну и далее, как вы уже сказали, это подсчет голосов, установление итогов голосов участковыми избирательными комиссиями, потом уже окружными избирательными комиссиями и конечный этап – это подведение итогов Центральной избирательной комиссии и опубликование. Ну вот до сих пор выборы проходили для нас, опять же, понятно, да? Мы были либо, вот как мы в прошлом году голосовали, мы были одной страной, и мы все голосовали в одинаковых условиях. Или если местные выборы, там, например, Бишкек, тоже понятно, вот мы Бишкек. Сейчас мы голосуем по округам. Да. С Бишкеком опять же все понятно. Нас поделили вот на 4 вот этих административных района. Я вот как жила в Свердловском районе, так у меня. Но есть еще и другие. Вот их как поделили и все ли, вот как на ваш взгляд, как наблюдатели за этим процессом, было ли все здесь объективно и будет ли представлена страны? Ну вот на этапе определения, установления границ избирательных округов там уже возникли споры, да, это касалось в частности Ноокат, да, это был Араван и Карасу, по-моему. Карасу. То есть жалобы, уже споры возникли уже даже внутри Центральной избирательной комиссии. Вообще нарезка округов – это очень серьезный процесс, его нужно изучать, анализировать очень серьезно, потому что сейчас они нарезаны, эти округа, мы должны, есть определенная формула, что примерно каждый округ должен включать около 100 тысяч избирателей, плюс-минус 20%. Речь идет именно об избирателях, не о населении, именно людей, которые имеют право голоса. Да, и вот получается, что округ, условно говоря, в каких-то округах могут быть 3 района. Да? 3 района, из них, например, один может быть большой, другой может и 2 поменьше. Вот если в этом округе, например, будут кандидаты, которые выходцы из этих 3 районов, то получается, что численное преимущество будет иметь кандидат от более многочисленного района. Да? То есть тут, возможно, тоже недовольство связано с этим. Поэтому этот вопрос мы изучаем в рамках наблюдения, и мы опрашиваем, например, сейчас наши долгосрочные наблюдатели опрашивают штабы кандидатов по партии, также одномандатников, для того, чтобы узнать их мнение о том, считают ли они вот нарезку округов в этом виде справедливой.
Вот. Но этот вопрос нужно также после выборов изучать. Вот, когда мы посмотрим, кто прошел из депутатов и какие районы представлены в новом парламенте, какие нет. То есть это очень довольно большой, емкий вопрос, который обязательно нужно изучать, потому что нам нужно понимать вот это вот, как сейчас нарезаны округа. Это справедливо, это наиболее справедливое отражает ли решение, интересы всего электората? Да. Или можно постараться округа нарезать несколько иначе, и это будет более инклюзивный процесс. То есть эта работа нам еще предстоит? Нам нужно этот как вопрос обществу, очень вам серьезно как изучать. Да. общественному фонду, который осуществляет наблюдение за выборами. Да, но тут есть еще, нужно тоже понимать специфику районов. Есть, например, отдаленные районы, которые относятся, например, условно к Джалалабаду, но зимой, например, перевал закрыт, и самый ближайший способ добраться это будет через Нарын, например, или через Бишкек. Да? То есть нужно еще смотреть вот эти вот географические особенности, и особенно отдаленные районы, которые очень далеко от магистрали находятся, либо там инфраструктурно очень тяжело сообщаться с центром, где сейчас находится вот центр округа, да, условно, где находится окружная избирательная комиссия. Нужно изучать с точки зрения, вот, насколько кандидатам удобно при такой нарезке округов тоже, в том числе обращаться в окружные избирательные комиссии, получать от них какие-то консультации, да, то есть вот с разных сторон свою агитационную деятельность, допустим. Да, и агитационную деятельность проводить, да. Сейчас начался очень важный, ну и, пожалуй, самый интересный для нас, для избирателей процесс агитации. Помимо традиционных площадок используется такая, в общем-то, новая площадка, это соцсети. И вот здесь, на мой взгляд, как избиратели, так и журналисты, иногда не совсем понятно правила игры. Ответственность. Имеет ли отношение, собственно, кандидат к тому или иному посту? Был ли мальчик, да? Был ли мальчик? Ну, здесь можно так сказать, вот на практике, если социальной платформой Facebook более-менее правила игры понятны, и вообще в целом, можно сказать так, на практике, если этот аккаунт возможно установить, что это кандидата, он... Ну вот, например, верифицировано. Верифицировано, да. И здесь больше идут вопросы финансового характера. То есть вся агитация, она должна быть оплачена из средств избирательного фонда. И если, допустим, в социальной сети Facebook это все понятно, то есть страница кандидата или политической партии верифицируется, они через политическую рекламу Фейсбука оплачивают ее, то в других моментах, когда, допустим, через неизвестный аккаунт осуществляется агитация того или иного кандидата, либо политической партии, здесь, конечно, по каждому случаю надо будет отдельно рассматривать, то есть это отдельная работа. Здесь вообще в самом интернет невозможно, да, отследить, что как. Но на практике были, когда рабочие группы и совместно с правоохранительными органами устанавливали владельцев аккаунтов, находили, и в случае, если это проведение агитации не соответствовало порядку и правилам проведения агитации, установленным законодательством, в отношении этих лиц, естественно, применялась та ответственность, которая установлена. Закона в отношении других за нарушение правил, да, за нарушение правил агитации. Вот. Здесь невозможно обобщить, то есть общие правила невозможно придумать. Здесь по каждому случаю, по каждому факту необходимо рассматривать в контексте, отдельно в контексте каждого факта. В чем было нарушение, там, может быть финансирование, может там призывы какие-то содержались, или распространялась информация, которая наносит ущерб чести и достоинству других кандидатов, других политических партий. И вот в этой части, ну, конечно, это нелегкая работа, и в то же время были такие моменты, когда невозможно было установить, от чего имени это распространяется информация или проводится агитация. Это тоже надо признать, об этом надо говорить и над этим работать. Да? Ну, вот. В целом можно сказать, что практически все государства отстают от практики, да, то есть с развитием интернета и с распространением соцсетей они уже настолько прочно в нашу жизнь вошли, даже вот если сравнивать с выборами
прошлого года парламентскими, тогда у нас был локдаун, и тогда партии начали активно изучать возможности социальных сетей. На этих выборах это уже носит более такой распространенный характер. Но даже развитые страны, они тоже отстают в плане регулирования, да? Потому что соцсети, интернет, они развиваются слишком стремительно, очень стремительно, хаотично. да, и непонятно, каким образом и государства стремятся к тому, чтобы соблюдать свободу интернета, но тем не менее какое-то регулирование хотя бы минимальное необходимо, но как это можно осуществить именно с интернетом, это пока непонятно. Вот тут на каждых выборах, например, возникает вопрос вот эти фабрики троллей, да? Или вот информация, которая через соцсети очерняет, например, репутацию каких-то кандидатов. Да, даже не столько агитация, сколько даже контрпропаганда. Да, то есть тут даже вопрос есть установление воздействия таких информационных сообщений, но нет методики даже определить, вот сколько человек посмотрело, например, какой-то видеоролик, и насколько из них повлияло содержание, да, этого призыва или ролика или поста. То есть тут даже вот такого плана возникают проблемы. Ну и с телевидением то же самое, да, то есть мы помним, что и раньше, например, через телевидение показывали такие очерняющие ролики, и тоже была проблема, например, понять, насколько это обрушивает или не обрушивает рейтинг политической партии или кандидата. То есть тут очень много моментов неясных для госорганов, которые занимаются организацией выборов, но нас радует, что Центральная избирательная комиссия уже с платформой Facebook уже как бы системно работает, и нам нужно стремиться к тому, чтобы аккаунты политических партий они были верифицированы. И это мы не всегда видим, что это так, потому что многие партии организовываются, например, незадолго до выборов, да, буквально там за месяц до объявления выборов. И, естественно, там у Фейсбука есть свои процедуры, и вот эта верификация, это тоже занимает время. И поэтому не всегда то, что мы видим, не всегда можно установить, это официальный аккаунт партии или нет. Да, или берут раскрученный аккаунт, переименовывают его, да. И он начинает использоваться как... Здесь я хотел бы, вот, если позволите, одно из положительных моментов, да, то, что соцсети, развитие социальных сетей, мессенджеров, и обратить внимание вот, Центральной избирательной комиссии, да, рабочих групп и плюс правоохранительных органов, благодаря социальным сетям они могут в оперативном порядке получить информацию о фактах подкупа или нарушениях, да, там, неправильной агитации. И вот именно мониторинг соцсетей, мессенджеров, WhatsApp, Telegram позволит действительно установить или уже предупредить те схемы, которые принимают недобросовестные кандидаты или политические партии в целях осуществления подкупа или определенного. То есть сейчас мы не видим, допустим, когда физически люди ходят и собирают паспорта, как на прошлых выборах, ну, данные паспортов избирателей. Да, но складывается такое сомнение, что это все ушло в виртуальность, в тень, да, то есть это ушло, возможно, в мессенджеры, возможно, посредством WhatsApp собирают эти данные, возможно, ну, какие-то скрытыми методами. Сейчас законодательство настолько максимально, как бы, конечно, над этим надо работать, но максимально внесены ограничения, то есть упорядочены, да, правила агитации и вообще ведение финансирования, порядка финансирования, что вот эти недобросовестные кандидаты или политические партии, если у них не будет воли вести, то есть желания и воли вести в соответствии с законом, естественно, они будут предпринимать попытки нарушить закон, да? Но эти попытки уже с учетом требований нового законодательства, они будут уходить в тень, и вот как мы шутили, все нарушения будут от заката до рассвета, да? Ну, как бы. Потому что сейчас раньше, допустим, если активно участвовали председатели домовых комитетов, да, домкомы, сотрудники ТСЖ, МТУ, то сейчас это даже вот, законодательно в сам закон внесение изменений, что эти люди не могут привлекаться к агитации. Вот. Но сейчас мы по факту все равно получаем сигналы, что в некоторых районах, в некоторых округах все равно эти люди каким-то образом пытаются влиять на избирательный процесс.
Да, и нас, кстати, вот в этой связи нас, с одной стороны, нас радует то, что сейчас мы видим, например, на этих выборах, что граждане более, ну, уже можно сказать, какая-то зарождается нетерпимость, да, к нарушениям, то есть более остро реагируют на нарушения и уже дают понять политическим партиям, кандидатам, что это неприемлемо. Нас это не может не радовать, потому что мы тоже стараемся и свой какой-то скромный вклад вносить в это дело. Нам нужно сформировать такую культуру тотальной нетерпимости к нарушениям. Но тем не менее, вот нас беспокоит то, что вот начиная уже с местных выборов, когда стало уже больше внимания общественности обращать на нарушения, политические партии, вот, они стали использовать более сложные схемы, да, то есть тогда, когда уже сделка не происходит между агитатором и избирателем напрямую, а используются уже какие-то третьи лица, там, я не знаю, заправка, через которую там распространяются, например, там, талончики, да, на топливо бесплатное, например, да, вот был такой случай, он сейчас расследуется. Расследуется, да. Или когда через магазин происходит расчет, магазинчик, который находится снаружи избирательного участка, происходит расчет с избирателями уже после, да, голосования. Вот такие факты, их очень сложно расследовать, да, и мы слышим такие сигналы, что какие-то партии, например, собираются с домкомами после выборов рассчитываться, да, то есть партии тоже не стоят на месте в плане вот организации, да. Недобросовестные, да, партии тоже придумывают какие-то новые схемы, то есть это жизнь, это процесс, да, то есть чем больше ты начинаешь пытаться ловить нарушения, тем больше, более изворотливыми становятся нарушители. И нам нужно будет всем... Как с вирусами. Да. Чем больше ты... тем они больше штаммов придумывают. Ну, да. Вот элементарно, если как бы еще раз отметить, президент тоже, да, заявляет о своей воле провести честные выборы. Неоднократно на всех встречах он напоминает государственным муниципальным служащим, чтобы они не вмешивались в процесс, да, избирательный процесс. Но несмотря на это, то есть это становится для людей мало, да, для тех, кто занимает государственные муниципальные должности, да, или работает в государственных органах, предприятиях, учреждениях. Хорошо, не хотите читать закон, норму закона, вот вам указ. Он вносит отдельный еще и указ, да, о реализации, о недопущении нарушений в избирательном процессе. Там уже конкретно даже вносятся и учителя, и врачи, чтобы их уже не привлекали к агитации. Да? Но все равно, я к чему это хочу сказать, какой бы идеальный закон ни был, какие бы идеальные меры не предпринимались, этого будет недостаточно, если у самих участников избирательного процесса, у тех же кандидатов политических партий, у тех же государственных муниципальных служащих не будет понимания и воли исполнять закон. Да? И, конечно, мы далеки от того, что да, государство предпринимает все шаги и в законодательном порядке, и в организационном порядке по недопущению нарушения правил, но в то же время пока, то есть люди привыкли, те же чиновники привыкли работать по старой схеме, да, то есть проводить агитацию по старой схеме. Кто-то в силу того, что он привык получать какие-то, так скажем, прелести, да, от того, что блага, которые он оказывает за определенные услуги. Кто-то в силу того, что он просто привык, да, вот всю жизнь он этим занимался. Даже вот недавно, если на телевидении тоже вот интервью давал один из проректоров или деканов факультета, который вот ОЖГУ, как вы знаете, вот студентами были, да, вопросы. Он сказал, ну это же ни для кого не секрет, что из выборов привлекали студентов и там, сотрудников государственных муниципальных организаций, учебных учреждений. Ну, зачем сейчас из этого раздувать вот, на ровном месте трагедию? Да. Вот видите, это вот на психологическом уровне до этого времени было у всех заложено, да, то есть они ожидать, те же, может, государственные муниципальные служащие, там, преподаватели, учителя, ожидают какой-то команды, да, за ту или иную партию. Или ждут, когда к ним кто-то придет. Давайте все-таки вот скажем еще раз, кто не имеет права принимать участие в агитации, потому что вот есть люди, которые имеют право. Самое основное, кто не имеет права, это лица, не достигшие 18 лет, не граждане Кыргызской республики. Чтобы проводить агитацию, он должен быть гражданином Кыргызской республики.
иностранный гражданин или лицо без гражданства не может проводить агитацию. Государственный муниципальный служащий не может проводить агитацию. В этот перечень, вот я же говорил до этого. То есть никакой гражданин другой страны не может сказать: такой-то кандидат, такой хороший человек? Нет, не может. Это нарушение. Это нарушение. Да. Это будет нарушение. Вот. Сотрудники, вот, я же говорил, вот последнее изменение, что сотрудники территориальных органов управления, это вот МТУ, ТСЖ, Домкомы, квартальные, всем им тоже ограничено участвовать в агитации. Вот. Ну, в принципе, вот основные, которые вот, люди раньше приносили такие негативные последствия для избирательного процесса, для них всех вот, они включены в этот перечень. Также вот религиозные деятели. Плюс вот в агитацию последняя норма тоже внесена, что политические партии или кандидаты не имеют права использовать в своих агитационных материалах какие-то символы или составляющие элементы на религиозную тематику в своих вот, агитационных материалах. Плюс ограничение установлено не менее 100 метров проводить агитационные мероприятия и раздачу агитационных материалов. Это от общеобразовательных учреждений. Школы, детсады не менее 100 метров, они не имеют права там проводить агитацию или раздавать агитационные материалы. Плюс объекты, культовые объекты религиозных организаций. Это мечети, церкви и различные там синагоги, ну, всех религиозных организаций. Это культ около, внутри у входа менее чем на расстоянии 100 метров нельзя проводить агитационные мероприятия, раздавать агитационные материалы. Это все делается вот по результатам анализа тех негативных последствий, которые имели место в уже прошедших выборах. Ну, вот такие вот нововведения, которые кандидаты и политические партии, а также лица, которые оказывают помощь в агитации, должны все это сохранять. В отношении государственных муниципальных служащих необходимо отметить, вот задача государственных муниципальных служащих или государственных органов оказывать содействие в проведении выборов, да, но никак не вмешиваться в сам процесс избирательный. Основная их задача – это обеспечить общественный порядок, обеспечить участковые избирательные комиссии, беспрерывно обеспечить электроэнергией и теплом. Да? Вот эти задачи – это задачи, которые возложены на государственные органы, государственных или муниципальных служащих. Но ни в коем случае они не должны выходить за пределы этих задач и вмешиваться в избирательный процесс, как это мы имели место факты на прошлых выборах. Да? То есть там приходил чиновник, он говорил: я ответственный от Акимята или от Айлукмыту, садился на избирательный участок и начинал там регулировать избирательным процессом. Да? Естественно, мы все знаем, что члены участковых избирательных комиссий это в основном те люди, которые заняты непосредственно, это те же преподаватели, да, там, врачи, ну и непосредственно они, ну, как бы в какой-то степени они зависимы от тех госорганов, которые местные, или местных муниципальных органов, которые находятся. Естественно, они где-то будут его слушаться. Поэтому, чтобы такого вмешательства не было, всем четко нужно, то есть уяснить, что вот эти основные задачи, которые у них есть, они должны только это исполнить, но не вмешиваться в избирательный процесс. Никоим образом не указывать участковой избирательной комиссии или окружной избирательной комиссии, как проводить сами выборы или избирательный процесс. Понятно. Ну вот смотрите, я совершенно с вами согласна, что сейчас люди стали более нетерпимы. Нам стали гораздо чаще присылать жалобы на нарушения или на то, что людям кажется нарушением. То есть, вот, например, ролик, где учитель, то есть это реальный, вероятно, реальный учитель реального кандидата. Вот эта женщина рассказывает о том, что вот она учила, считается, что это учитель, но вот это нарушение или нет? Ну вот в каждом случае, если... То есть просто человек, да, говорит, что знает, что учила, и... Или тренер тоже вот говорит, тренировал. Ну, тренер, в принципе, тренеру как бы ограничений нету, он может сказать, что он тренировал. Здесь, нам говорят, что он же на... В моем понимании, как юриста, задача вот этого и закона ограничений, и указа, да, где запрещается привлекать учителей и врачей к агитации, здесь вот корень разрешения этого вопроса было, чтобы... Здесь, в принципе, я не могу найти, как юрист могу сказать, что это не нарушение. То есть учитель, он просто об одном из кандидатов сказал, что я его, да, учил.
Но когда учителей привлекают в массовом порядке, то есть их привлекают как агитаторами за определенную политическую партию или кандидата, говорят, что давайте давайте проголосуем за вот этого кандидата, нас очень просят, или, ну и там дальше уже, если там глубоко заходить, там он нам оказал когда-то свою помощь и дальше будет оказывать. Вот именно почему учителей и врачей, потому что ранее политические партии и кандидаты в массовом порядке привлекали учителей. То есть у учителей есть, когда вот в массовом порядке они как агитаторы агитируют за определенную кандидату или политическую партию, потому что у них есть свой вес, статус. Да? Но в данном кейсе, я думаю, это не должно считаться нарушением, то есть единичное высказывание. Мне тоже. Ну, в политике очень многих стран это нормальная практика, когда кандидаты и политические партии, они пытаются заручиться поддержкой известных людей, да, в ходе своих агитационных кампаний. Но здесь все-таки речь идет о определенных категориях людей, например, это госслужащие, муниципальные служащие, те же учителя, те же домкомы, которые могут оказать воздействие, да, на волеизъявление. Да? То есть мы должны в этих вопросах все-таки стремиться, каждый из нас, к соблюдению каких-то этических стандартов. Да? То есть если учитель хочет, считает, например, воспитал, вырастил какого-то кандидата, да, обучал его и уверен в том, что этот кандидат достойный, у него, как у избирателя, есть право пойти проголосовать за этого человека. Он может даже в своей семье тоже попытаться убедить своих членов семьи. Но уже пытаться убеждать родителей, учеников, которые у него сейчас обучаются, это уже, наверное, не совсем правильно будет, да? Поэтому тут нам надо будет в этом плане еще очень много работы предстоит над тем, чтобы уметь разграничивать понятия, да, нормальная агитация и все-таки использование тех площадок, которые не должны быть использованы в ходе агитации. Здесь момент, вот, либо вот все эти люди, категории, о которых мы говорим, государственные, муниципальные служащие, да, учителя, они имеют такое влияние на волеизъявление избирателя. Каким путем? Путем вот, зависимости, да? То есть определенный избиратель от них зависим. Вот когда вот, определенный, то есть он выражает свою волю не из-за того, что ему нравится этот кандидат или политическая партия, а из-за того, что я от вас зависим, и вы мне сказали, я не могу это не исполнить. Вот, вот понимаю, над этим надо работать. Еще одна проблема или отличие, да, вот та самая гендерная квота, которая предусмотрена. По этому поводу Феликс Кулов, вот он сказал прекрасную вещь, я ее прямо процитирую, что если кому-то из представительниц прекрасной половины удастся пробиться в депутаты по одномандатному округу, это будет равносильно их победе на чемпионате по боям без правил. Это он сказал как на основании, проанализировав как численность кандидаток по одномандатному округу, так и на основании вот тех возможностей, которые есть у женщин, кандидаток. Вот как, на ваш взгляд, именно по одномандатному округу будет вот решен этот вопрос с гендерной квотой? Или... Вот смотрите, когда идут выборы по одномандатным округам при мажоритарной системе, и при нашей, в общем-то, пока при нашем уровне развития политических партий, например, невозможно внедрить квоту гендерную. Вот в одномандатных округах это невозможно. Уже хорошо, что по партийному списку там попытались резервировать места для того, чтобы обеспечить реализацию женской квоты. Вот есть, мы должны тут изучать практику, например, я помню Великобританию в 2006 году, я смотрела, там же у них мажоритарная система, но выдвигают только политические партии. У них уже устойчивая партийная система, там 3+ политические партии участвуют в формировании парламента и участвуют во всех выборах. Вот, так там, например, это полностью зависит, вопрос представленности женщин, он полностью зависит от политических партий. Например, на тот момент консервативная партия, у них были округа, где однозначно проходили только консерваторы, лейбористы, да?
вот лейбористская партия, она выдвигала женщин именно в этих округах, где они были уверены, что пройдет их партия, для того, чтобы стимулировать и увеличить количество представленности женщин. А вот консерваторы, у них была немножко другая стратегия. Они, например, женщинам-кандидатам, к ним прикрепляли менторов, опытных политиков женского пола, которые им помогали, вдохновляли, подсказывали, обучали. Да? То есть это было, решения эти, они исключительно зависели от воли политических партий, которые участвовали в выборах. То есть пока у нас, можно сказать, мы посмотрели, в каждой области где-то в районе 3-4 женщин выдвинулось по одномандатным округам. Самое большое количество, 10 женщин-кандидаток, выдвинулись по Иссык-Кульской области. Ну, Иссык-Куль, он у нас, вот, начиная с местных выборов, он нам создает такие очень положительные, важные прецеденты, вот, начиная с села Саруй, да? Да. Вот, и там, видимо, более активно женщины-кандидатки. Но есть округа, к сожалению, где вообще 0 женщин-кандидатов выдвинулись. И нам нужно будет тоже этот вопрос изучать. Вот, кстати, это тоже отдельный такой интересный вопрос для изучения. Например, очень много в Кадамжайском округе выдвинулось кандидатов, там чуть ли не самое высокое количество кандидатов выдвинулось, в сравнении с другими округами. И нужно этот тоже вопрос изучать. Это с чем связано? С тем, что количество социальных, экономических проблем там выше, чем в других округах? Или это связано с тем, что там более открытая, может быть, атмосфера создана для конкуренции, да, то есть там тоже нужно... Да, политическая активность может быть выше. Но в целом в Баткенской области вот именно, на наш взгляд, именно из-за того, что очень много не только социальных, экономических вопросов нерешенных, но еще и пограничные вопросы, там традиционно отдельная какая-то, может быть, наиболее открытая атмосфера во время выборов, потому что там любой кандидат открывает штабы, там нет у них какого-то там доминирования яркого там в пользу того или иного кандидата. То есть они довольно демократично там проходят всегда выборные кампании, последние годы, по крайней мере. Если вот в отношении, извините, я перебью, в отношении женщин-кандидатов мы должны открыто сказать, то есть это тоже должны признать, действительно вот в одномандатных округах практически очень тяжело будет конкурировать с мужчинами-кандидатами. Это зависит от многих факторов, но самый основной фактор это, как мы все знаем, выбор это тоже недешевое, дорогое удовольствие, это затраты. Я здесь не говорю о запрещенных формах, да, там подкуп или еще что-то. Я говорю просто, начиная от организации штаба, проведения агитации, встречи с избирателями, это очень несет в себе большие финансовые затраты. Те же агитаторы, количество наблюдателей, поэтому... Финансово, физически, временное, это очень много. Очень много факторов, по которым на данный момент женщинам-кандидаткам очень тяжело конкурировать с мужчинами-кандидатами. Это это факт. Но я думаю, надеюсь, что в данном случае по партийным спискам все равно государство попыталось им хоть какую-то помощь оказать. Да, сохранить вот этот резерв, внести новую норму, что вне зависимости от полученных голосов не менее 30% по итогам голосования по партийному списку должны в первую очередь получить женщины-кандидатки. Вот. Поэтому над этим вопросом, этот вопрос стоит, над этим вопросом надо работать, но я думаю, по результатам проведенных выборов мы тоже каждый раз анализ проводим, и будем тоже рекомендации и государственным органам, в том числе, Бог даст, новому избранному парламенту, чтобы они тоже работали над этим вопросом. Мне кажется, тут еще чуть-чуть вопрос еще даже более широко стоит, да, то есть необходимо обеспечить нашему государству, чтобы избирательная система была инклюзивная, да, то есть на каждых выборах государство должно обеспечить реализацию права равенства кандидатов. А мы уже имеем дело с неравенством, например, доходов, да, мужчин и женщин. Потом есть проблема, когда, например,
партии, у которых больше финансовых ресурсов, у них тоже преимущество появляется по отношению к партиям, у которых меньше финансовых и человеческих ресурсов. То есть нам нужно думать о том, как создать наиболее благоприятные условия, чтобы этот принцип более полно был реализован. И тут еще тоже отдельный вопрос, он очень большой, это как политические партии развивают внутреннюю демократию. Это под внутренней демократией именно, в том числе подразумеваются вопросы продвижения политического участия женщин, молодежи и в том числе этнических меньшинств. Вот пока что у нас по поводу партийного строительства очень много недовольств у многих из нас, потому что непонятно, как оценивать политические партии. Если на этих выборах у вас один список партий, на следующих выборах у вас кандидаты из этих партий перебежали в новые партии. Совершенно противоположными идеалами. Вот у нас, как у избирателей, пока нет возможности оценивать репутацию политических партий, то есть бэкграунд. Вот они пришли, что они сделали в парламенте, где они приняли решения, которые нам не понравились, и вот сейчас они выходят, с какой они программой. То есть пока нам в этом плане, наверное, нужно уже вопрос поднимать о том, что необходимо как-то стимулировать государство развитие вот именно партийного строительства, потому что пока у нас отстают политические партии как институты в развитии, и это влияет тоже на качество решений, которые принимают выборные институты власти. Поэтому, наверное, нам надо просто вот в этом плане очень серьезный вопрос ставить уже о том, что необходимо государству создавать какие-то более благоприятные условия для партийного строительства. У нас, к сожалению, заканчивается время. Давайте поэтому мы очень коротко скажем, какие основные риски могут быть непосредственно в день выборов. В прошлом году мы ожидали реформу номер 2, сейчас ее отменили, может быть что-то есть, какие-то чтобы у избирателей, у наблюдателей, у журналистов была какая-то настороженность или законодательство сейчас? Самая большая сейчас обеспокоенность, на наш взгляд, и кстати, мы сейчас начали тоже обходить с визитами штабы политических партий, кандидатов. Очень многие говорят, у них обеспокоенность именно в связи с тем, что может быть большое количество недействительных, испорченных бюллетеней, потому что просто люди не знакомы с тем, процедура голосования пока еще, несмотря на большое количество роликов, которые выпускает Центральная избирательная комиссия, несмотря на разъяснительную работу, которая проводится, и в том числе средствами массовой информации, нашим фондом, но все еще, это все равно еще новые правила, и люди пока еще не полностью их изучили. В связи с этим мы видим, что уже политические партии, кандидаты тоже подключились к процессу разъяснения, и мы хотели бы видеть еще больше таких усилий. Вот это очень, наверное, сейчас вызывает самую большую обеспокоенность. И будут, возможно, очереди на участках, это зависит от того, какой будет явка, потому что последние несколько выборов у нас наблюдалась какая-то, может быть, усталость от выборов, апатия уже какая-то, то есть явка была не очень высокая, может быть, сейчас за счет того, что будет еще одномандатные округа, может быть, явка будет выше на этих выборах, но если будет высокая явка, то это будут очереди, большие, и время на каждого избирателя будет затрачиваться, как минимум в 2 раза больше. В 2 раза больше, чем это происходит обычно. Да, то есть избирателям нужно будет запастись терпением тоже, и, возможно, тоже будут какие-то путаницы, например, с соблюдением процедур, потому что это новое законодательство. Когда внедряется новое законодательство, всегда возможны какие-то такие моменты. Когда, кстати, вводили биометрику, тоже первый раз, когда ее апробировали, тоже были какие-то шероховатости. Но потом они были уже в последующем устранены. Да, если не считать, что замерзали все эти урны. Зима, кстати, погодные условия тоже они могут влиять на работу ОСУ биометрики. Это тоже может произойти. Нас еще что беспокоит, что, возможно, будет очень большое количество наблюдателей, потому что очень много субъектов участвуют в выборах. Это кандидаты, одномандатники плюс политические партии.
не всегда помещения для избирательных участков, они достаточно просторные, чтобы вместить всех желающих. Вот такие у нас есть настороженности. И мы надеемся, что вот сам подсчет будет очень длинным, да, то есть, смотрите, там нужно будет сначала по одномандатным округам рассортировать, да? Ну, это более-менее, тут не должна возникнуть, да, проблема у участковых избирательных комиссий, но потом там нужно будет рассортировать бюллетени по партиям, там и против всех, а потом внутри партии тоже рассортировать по кандидатам, то есть это очень длительный, очень долгий день будет работы для участковых избирательных комиссий, для наблюдателей, и очень важно, чтобы были условия для того, чтобы они нормально, в спокойной рабочей атмосфере смогли провести этот подсчет и завершить. То есть, вероятно, да, и позже предварительные результаты будут озвучены чуть позже, чем обычно, да? Нет, там есть сроки. Там есть сроки. Нет, смотрите, предварительные результаты выдаст АСУ, да? То есть он выдаст предварительно, но участковые избирательные комиссии, они будут основываться на результатах ручного подсчета. Там тоже будет, да, вот по одномандатному округу, да, по партиям и по кандидатам, это АСУ посчитает. Технически это уже, в принципе, сотрудниками Центральной избирательной комиссии уже этот вопрос решен. То есть там чек, он чуть-чуть будет такой не вертикальный, а горизонтальный. Там же, в принципе, по каждому кандидату тоже предварительно АСУ уже цифры выдаст. Вот. Но вопрос в том, что хотелось бы призвать и кандидатов, и политических партий, а в частности вот наблюдателей от кандидатов и политических партий к терпению, да, чтобы в период подсчета вот именно дать возможность участковым избирательным комиссиям до конца провести свою работу, не вмешиваясь в процесс подсчета. У нас, как обычно бывает, тут начинают температуру, да, повышать температуру, там, это не так, тот бюллетень туда. Просто необходимо, возможно, по незнанию. Необходимо вот проявить терпение и дождаться результатов ручного подсчета, когда физически участковая избирательная комиссия произведет подсчет. Да. Ну, итоги, конечно, обжаловать в рамках действующего законодательства, да, без применения каких-то там насильственных действий или противозаконных действий. Это тоже хотел бы призвать, потому что уже пора, наверное, возвращаться в правовое поле, да, и решать вопросы именно правовым путем. Еще один, об этом тоже нельзя не сказать, и об этом и все говорят, в том числе и правоохранительные органы говорят, что не исключен подкуп, да. То есть вот эти две проблемы, подкуп и административный ресурс, это те проблемы, над которыми работа должна вестись постоянно, не расслабляясь при этом. Если с административным ресурсом более-менее сейчас как бы действия проведены и более-менее как бы мы идем в положительном русле, по подкупу мы сейчас ничего не можем сказать, но есть у всех подозрение, что возможно некоторые недобросовестные кандидаты или политические партии готовятся осуществить подкуп именно в преддверии дня голосования. Поэтому над этим всем участникам избирательного процесса, особенно правоохранительным органам, над этим надо держать этот вопрос на контроле и над этим работать именно на предупреждение. И опять же, я возвращусь, это вот социальные сети и мессенджеры WhatsApp, Telegram нам и всем дадут, и наблюдателям, и правоохранительным органам, я думаю, это один из источников информации, когда можно предотвратить возможные в случае подкупа. Да. Спасибо большое. У нас вот остались необсужденные вопросы. Я думаю, что нам еще предстоит встретиться после выборов, после непосредственно дня голосования для того, чтобы понять, насколько они новое законодательство оправдало ожидания. Спасибо вам большое. С нами были представители Общественного фонда «Общее дело». Мы говорили о выборах. Мы призываем вас не продавать свой голос и 28 ноября прийти на избирательные участки и проголосовать. Ваш голос может иметь значение. И предыдущие выборные дни это показали. Приходите на выборы. Спасибо вам, что вы были с нами. До новых встреч.